Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня проводим вебинар, посвященный социально-коммуникативному развитию дошкольников. Сразу хочу оговориться, что вебинар носит информационный характер, и мы сегодня остановимся на тех моментах, которые не очень хорошо раскрыты в программах дошкольного образования. Напоминаем, что согласно стандарту дошкольного образования есть определенные социокультурные ценности, да, на которые нужно обратить внимание при работе с дошкольниками. Ну и некоторые ценности здесь перечислены, вы их можете видеть перед собой, да, и на этом я останавливаться не буду. А что же входит в понятие социально-коммуникативное развитие? В стандарте выделена отдельная область, которая посвящена данному виду развития ребенка. И здесь мы видим это усвоение норм ценностей, принятых в обществе, формы взаимодействия, причем и со взрослыми, и со сверстниками, самостоятельность, саморегуляция, социальный, эмоциональный интеллект, некоторые виды труда, на которые ребенок способен в дошкольном детстве, творчество, ну и в общем-то безопасное поведение в быту. Некоторые из тем будут раскрываться отдельными вебинарами, поэтому мы на них сегодня не будем обращать особого внимания. А, Переходим к тематике, да. Что же мы видим? Первое, это, конечно, общение со взрослыми и сверстниками. Но поскольку данная тема хорошо раскрыта абсолютно во всех образовательных программах, когда мы смотрим возрастные особенности детей, то здесь мы только вспомним, что в формах общения со взрослыми выделяются их всего 4. Это ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная. В свою очередь, к формам общения со сверстниками относятся у нас 3 формы. Это эмоционально-практическая, ситуативно-деловая и внеситуативно-личностная. Мы немножко поподробнее рассмотрим с вами и социальный, и эмоциональный интеллект, поскольку не во всех программах данная формулировка встречается. Но если вспомнить те формулировки, точнее расшифровывание интеллекта, да, понятие самого интеллект, вы, наверное, сразу подумали, это что-то связанное с умственными способностями. Но в настоящее время существует огромное количество терминов, которые охарактеризуют, да, точнее, характеристики данного вида термина. Поэтому мы остановимся а, на такой расшифровке, как интеллект– это способность адаптироваться к различным условиям, способность к обучению, пониманию, применению наших знаний, а также способность к решению различных трудностей. Видов интеллекта на данный момент выделяют тоже огромное количество, ну, примерно их насчитывается 120. И сегодня мы поговорим с вами о социальном интеллекте. Это то, с чем мы с вами встретились сразу в федеральном государственном образовательном стандарте. Социальный интеллект, как вы видите, это способность понимать и предсказывать поведение других людей, ну и распознавать чувства, намерения другого человека, ну и, в общем-то, понимать первоначально свои. Развитие социального интеллекта, естественно, начинается с самого раннего возраста, ну, фактически с младенчества. А можно даже сказать, что еще в период внутриутробного развития, поскольку если мама с ребенком разговаривает, да, во внутриутробном развитии, когда ребенок находится, то эта первоначальная форма уже начинает у ребенка формироваться. Ребенку всегда приятны различные тактильные ощущения, на которые он тоже активно отзывается. Если мама немножко расстроена, то ребенок тоже бурно проявляет себя еще в утробе матери. И, конечно, данные формы доставляют неприятности и маме, и самому ребенку. Рождаясь, ребенок тоже начинает общаться с окружающим миром. Естественно, общаться это такое условное пока еще понятие, потому что ребенок откликается только на ласковые, добрые, нежные общение с мамой с ребенком, ну или того близкого человека, который находится с ним на данный момент.
Впоследствии, конечно, эмоциональный, ой, точнее, социальный интеллект мы видим уже в более таких не эмоциональных проявлениях, да, когда, потому что ребенок еще раннего, точнее, младенческого возраста, он не понимает слов, обращенных к нему, он реагирует только на эмоции взрослого человека, ну и на тон, интонацию, с которой сказано какое-либо высказывание к ребенку. Поэтому здесь еще ребенок, конечно, может ошибиться в ваших мыслях, чувствах, эмоциях и все, что связано с речью, обращенной к нему. Конечно, к раннему возрасту ребенок уже понимает всю речь, которая обращена к нему, и начинает угадывать некоторое поведение взрослых. И иногда в детском саду бывает так, что ребенок говорит: только маме не говорите. То есть появляются первые секреты, которыми он делится либо со взрослыми близкими, допустим, с воспитателем, младшим воспитателем, может быть, с педагогом-психологом, если он есть в детском саду, или с логопедами, дефектологами. Ну и естественно, дети начинают задавать кучу различных вопросов, начинают подходить к воспитателю и говорить, что а вот кто-то там говорит нечестно из детей, то есть они уже понимают, что значит честно, что значит нечестно, и пытаются донести это всем остальным окружающим. Естественно, мы понимаем, что чем лучше ребенок проявляет данную форму общения, да, то есть общается хорошо со взрослыми, с детьми, тем быстрее он адаптируется к окружающему миру и быстрее может входить в новые контакты, в новое общение, и что поможет ему, конечно, уже и в школе, и в взрослой жизни. Способы развития социального интеллекта у нас могут быть самые, что ни на есть, разнообразные. Ну и самое первое – это отношение взрослых к окружающему миру, потому что их примеры ребенок, конечно, копирует и точно так же себя ведет в окружающем пространстве. Если родители спокойно, уравновешенно общаются с окружающими остальными, и с маленькими, и с большими, и с более старшего поколения, то и ребенок копирует данную форму общения. И если же ребенок чаще всего сталкивается с негативными проявлениями, то, конечно, и в своей жизни он больше ничего, если не видел, он точно так же негативно отражает в поведении. И взрослые, которые находятся с ребенком в детском саду, они, конечно, это сразу замечают. Что же еще можно предложить для взрослых? Причем эти способы можно использовать и в детском саду, и в быту, поэтому давайте на них посмотрим еще раз подробнее. Расширение кругозора детей, да, то есть кто входит в мой близкий круг, это, конечно, во-первых, я сам, а во-вторых, мои родители или семья, которая окружает ребенка, да, допустим, это может относиться к опекунским семьям или патронажным семьям. Это другое близкое окружение, то есть тети, дяди, бабушки, дедушки, знакомые, друзья. Место, где я живу, то есть это моя квартира или дом, кто где живет, да, это улица моя, это мой микрорайон, ну и дальше шире. Моя республика и так далее. Также мы учим детей умением общаться с окружающими людьми, применяя различные и телесные игры, да, и различные коммуникативные игры. Тут некоторые примеры названы, но на них мы останавливаться не будем, они вам всем давно известны. Расширение кругозора детей, сферы общения их. То есть мы обычно всегда говорим, если ребенок раньше начинает общаться с окружающими людьми, то есть родители проявляют такую достаточно социальную активность, то и ребенок очень быстро начинает адаптироваться к окружающим взрослым и быстро входит в детский сад и в дальнейшем в школьную среду. А если мы родители достаточно такой ограниченный круг общения, и они не стараются ребенка куда-то выводить, знакомить с другими детками, знакомить со своими друзьями, то, конечно, ребенок здесь уже такой несколько замкнутой среде живет, и поэтому, когда он видит первых взрослых в более старшем возрасте, ему становится несколько страшно. Не потому что к своим взрослым близким ты уже привык, а что же ожидать от других взрослых, неизвестно. Поощрять ребенка, если он, допустим, боится выступать на публике, естественно, обязательно нужно, для того, чтобы он был уверен, что он все делает правильно. Если ребенок в этом уверен, то, конечно, он старается поддерживать и в дальнейшем такое поведение.
Эмоциональный или чувственный интеллект, что же он обозначает? Это определенная способность человека к осознанию, пониманию своих собственных эмоций и эмоций окружающих людей, а также умение ими управлять. Мы видим, что в чем отличие, да, эмоций и чувств. То есть эмоции у нас кратковременное в конкретном переживании, а чувства у нас долговременное переживание, не зависящее ни от каких условий. Видов чувств мы можем увидеть огромное количество, да, но чаще всего называют это низшие чувства и высшие чувства. У ребенка они могут проявляться тоже и те, и другие виды. Опять же, эмоциональный интеллект мы развиваем с самого рождения. И самая первая реакция ребенка на окружающий мир– это отрицательная реакция. Как бы нам не хотелось в это верить, но тем не менее. Ребенок проявляет плачем, морщится, но это вполне объяснимая реакция, поскольку ребенку было у мамы в животике очень комфортно, влажно, тепло, определенная температура всегда поддерживалась, а тут и, да, в общем-то, определенная темнота, а здесь ребенок, когда рождается, он появляется на свет очень яркий для него. Температура, конечно, окружающей среды, она достаточно холодная, поэтому ребенок проявляет отрицательную эмоцию. И дальше в младенчестве он уже учится постепенно улыбаться. И мы видим яркую такую реакцию к 2-3 месяцам. Это комплекс оживления. Когда в ответ на близкого взрослого ребенок начинает проявлять такой комплекс, как улыбка, начинает звуковые реакции проявлять и активно машет ручками-ножками. Но опять же, если взрослые близкие не проявляют такого позитивного отношения к ребенку, то этот комплекс оживления может и не проявиться, и, в общем-то, затухнет совсем, да, и ребенку, конечно, от этого некомфортно будет развиваться. И вопрос, будет ли он развиваться и каким образом будет он развиваться, ну, тут вариации могут быть самые, что ни на есть, разнообразные. В период раннего детства ребенок учится понимать слова, фразы взрослых людей. Ну и если находятся в этот период дети, то, конечно, и детские голоса, детские эмоции тоже дети начинают понимать. Но здесь еще нужно помнить о том, что в период раннего детства у детей есть такое свойство, как эмоциональное заражение, когда один ребенок начинает громко смеяться, и все остальные малыши его подхватывают. Либо наоборот, противоположная реакция. Один ребенок по каким-либо причинам начинает плакать, и другие детки подхватывают, и у вас уже хор имени Пятницкого. Конечно, зная это, ребенка нужно обязательно быстро переключать, поскольку в раннем детстве у нас еще такая быстрая переключаемость всех чувств и эмоций, и с этого момента легко ребенка пока еще сбить. В следующем дошкольном и младшем школьном возрасте, конечно, уже больше уделяется внимание совершенствованию данных чувств, эмоций, умению управлять ими, поскольку у ребенка уже, когда развиваются волевые качества, ребенок на это способен. Ну и уже учим ребенка вставать на позицию другого человека, а как бы ты повел себя в этой ситуации? Или какой-нибудь герой. Как ты думаешь, если бы ты был на месте героя, что бы ты сделал в данной ситуации? Ну и опять же, если мы уделяем внимание эмоциональному интеллекту, то данные дети быстрее узнают эмоции окружающих людей и быстрее могут среагировать в различных ситуациях, а следовательно, они быстрее адаптируются к окружающему миру. Способы развития эмоционального интеллекта. Ну, как мы уже некоторые из них называли, когда говорили о социальном интеллекте, это первое, что общение положительное родителей с детьми, ну или тех близких людей, которые с ним находятся. Ласковые прикосновения к малышу, изображение различных эмоций. Когда вы улыбаетесь, малыши улыбаются. Если вы морщитесь, то детки тоже морщатся. Слушание различных жанров и стилей музыки. Ну, естественно, кроме тяжелого металла, да, и других тяжелых, сложных для ребенка, для восприятия ребенка музыкальных стилей. Но, тем не менее, традиционные наши стили и жанры, да, в музыке должны использоваться уже начиная с раннего возраста. Использование различных интонаций, потому что одну и ту же фразу можно произнести разным голосом и разным тоном.
и смысл данной фразы от этого изменится. Играя данными словами, естественно, уже тут не в раннем возрасте, потому что в раннем возрасте ребенок все понимает напрямую, в более старших возрастах, да, мы можем ребенка увлечь такой своеобразной игрой, и, в общем-то, ребенок потренируется принимать различные голоса, использовать различные голоса и смотреть, какая реакция будет у близких людей. Если он, конечно, он пару раз на вас потренируется, вам сложно будет понять, почему он так делает, но тем не менее вы, сохраняя спокойствие, и показываете пример правильного поведения на те или иные реакции. Ну, кроме того, необходимо обязательно обговаривать все эмоции и чувства, которые вы испытываете в данный момент, потому что ребенок может эмоционально-то понять, но как оно обозначается словом, он не всегда знает. Поэтому ваша задача озвучивать те чувства, эмоции, которые и вы видите в детях, и которые сами используете. Также не очень хорошо описано в программе это формирование я-концепции. Что такое я-концепция? Это динамическая система, динамическая, то есть постоянно меняющаяся, в зависимости от возраста, в зависимости от местонахождения бывает ребенка или другого человека. Ну и в нее входят разные компоненты. Это образ «я», то есть представление о себе, это самооценка человека и поведенческие реакции, то есть как человек преподносит себя в различных ситуациях, как он себя подает в обществе. И выделяют некоторые виды «я-концепции». Это «я зеркальная», то есть как меня видят окружающие люди. Это «я реальная», то есть я действительно имею представление о себе, о своих качествах, и что я могу делать, что я не могу делать. То есть такое интересное явление, да, но здесь уже у ребенка должны определенные представления о себе, конечно, сложиться, но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. И я идеальная, то есть связанная с представлением о том, каким бы я хотел стать. Ну, это такой идеал. Не всегда он, к сожалению, достижим. Этапы формирования я-концепции. Можно выделить 3 этапа в дошкольном детстве. Это от 0 до 1,5 лет, когда закладывается «я зеркальная». Мама говорит, что я хороший, значит, я хороший. Если мама отрицательно к ребенку относится, следовательно, у ребенка складывается негативное отношение по отношению к себе и, в общем-то, к окружающим людям. Что здесь необходимо? Опять же, как уже говорилось выше, это ласковое, эмоционально, доброжелательное отношение к ребенку, различные коммуникативные игры и телесные игры, которые ребенок восприимчив в данном возрасте. Все, что может ребенок делать самостоятельно и с различными предметами, доступными ему по возрасту, мы должны ребенку это все предоставить. Второй этап, он длится ориентировочно до 4 лет, когда ребенок активно нам говорит «я сам», то есть пытается сделать все вещи самостоятельно, получается у него, не получается, но если данный этап ребенок не пройдет, то, в общем-то, данного такого качества, точнее, такого вида, как я реальная, да, в самооценке, оно не всегда развивается. И что здесь необходимо взрослым делать? Это, конечно, поощрять самостоятельность детей, поменьше запретов. Если есть какие-то вещи запрещенные, которые ребенку трогать нельзя, нужно заранее об этом подумать и убирать их в недоступное для детей место. Терпение, спокойный тон взрослых. Различные фотографии используем, в том числе самого ребенка, чтобы ребенок мог найти свое изображение, ну и, в общем-то, такое своеобразное соотношение себя и картинки. Также различные игры с зеркалом, где ребенок может, надевая различные костюмы или, допустим, платочки, шапочки, находить себя в отображении зеркальном. Третий этап, он длится ориентировочно до 7 лет. Это «я идеальная», когда мы видим активные сюжетно-ролевые игры детей, когда он примеряет на себя различные роли и пытается попробовать их, ну, на свое усмотрение. Конечно, здесь свое усмотрение в том плане, что опыт детей самый что ни на есть разнообразный. Кто-то показывает более реалистичные сюжеты, кто-то показывает менее реалистичные сюжеты. Ну и здесь, конечно, большая роль отводится педагогу в том плане, чтобы разнообразить деятельность детей в рамках той или иной профессии.
Также в социально-коммуникативное развитие входит познание ребенком различных норм, требований, ценностей окружающей среды. И здесь мы видим, что же такое норма, то есть это определенное правило, образец, это определенный идеал в той или иной сфере. Ну, некоторые нормы — это правила в различных играх, да, предписания различные в командах, допустим, технические какие-то нормы. Ну, когда мы используем информационно-коммуникационные технологии, допустим, в детском саду, то здесь мы можем ребенку сказать о технических нормах, что близко смотреть нельзя, да, что нужно отойти подальше, какое-то время определенное только смотреть. Но обычаи, традиции, моральные принципы, этикет тоже входят в нормы, поэтому здесь тоже на это обращаем внимание. Ценности, наиболее такие близкие ценности ребенку — это здоровье, семья, здоровье близких людей, дом, или, ну, такое дом — условное понятие, да, то есть место, где человек обитает. Это может быть и квартира, и дом. Близкие, друзья, общение с самыми близкими людьми. Способы формирования. Так, я, кажется, перелистнула. Способы формирования норм и ценностей. Мы тоже начинаем формировать их с самого раннего возраста. Здесь пример взрослых людей тоже как нельзя кстати подходит. Это совместные праздники, совместные досуги, да, это точно так же речевое общение правильное, соблюдение речевого этикета. Если мама с папой говорят друг другу спасибо, здравствуйте, до свидания, говорят бабушкам, близким другим людям, то дети начинают их активно употреблять в речи, когда, естественно, могут начать говорить, да. А если в семье на это никогда не уделяется внимания, то, конечно, очень сложности большие возникают в детском саду, когда дети удивляются, а почему же нужно здороваться с воспитателями, и вообще нужно ли это делать? Ну, культурно-гигиенические навыки тоже формируются с самого раннего возраста, точнее даже с младенчества, когда мы начинаем менять ребенку вовремя белье, да, то есть это с самого момента, когда ребенок родился. При этом, естественно, взрослые проговаривают некоторые моменты, и ребенок уже начинает потихонечку обращать тоже на это внимание, когда начинает понимать нашу речь. Культурно-гигиенические навыки все очень хорошо расписаны в программах, поэтому мы на них останавливаться не будем. Умение сервировать стол тоже, в принципе, в некоторых программах на это уделяется внимание, поэтому здесь мы тоже обговаривать это не будем. Обыгрывание ситуации нравственного выбора, то есть чаще всего это берутся ситуации, где герою нужно разобраться в какой-то ситуации, то есть правильно поступил герой и другой, или неправильно поступил, почему он хорошо поступил или почему он плохо поступил, храбро или наоборот он проявил трусость, ну и так далее. Так, я перелистнула, да, немножко не туда, но ничего страшного. На что еще необходимо обращать внимание? То есть мы создаем различные ситуации, в которых нужно проявить свои нравственные качества. Допустим, приготовить для малышей концерт, порадовать их подарками. Естественно, здесь можно обратить внимание еще на такие чувства и эмоции детей, которые проявляем мы сами, когда дарим подарок, и какие эмоции испытывает другой человек, да, то есть здесь своеобразная такая интеграция идет с социальным и эмоциональным интеллектом. Создаем различные уголки или стенды, которые в группе дети могут самостоятельно пополнять. Различные фотоальбомы, допустим, правила поведения в группе. Ну, конечно, мы их не описываем, да, а можно их с детьми вместе с помощью картинок или схем обозначить. То есть все, что применимо и самими детьми в той или иной возрастной группе. Что мы еще должны здесь сказать? Что в настоящий момент все программы, которые соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, они размещены на сайте Федерального института развития образования в навигаторе образовательных программ. Во всех комплексных программах
Данная область присутствует, социально-коммуникативное развитие. Мы сегодня рассмотрели моменты, на которые не уделяется особого внимания в данных программах. Но кроме того, мы хотели бы раскрыть еще немножко две программы парциальные, в которых отдельно уделяется внимание на именно духовно-нравственные ценности. А, И первая из программ, она рассчитана на детей старшего дошкольного возраста, называется она «С чистым сердцем». Ну, как вы видите, в основу заложены, естественно, нравственные ценности, и некоторые из них мы видим. Это человеколюбие, справедливость, честность, воля, личное достоинство, вера в добро, ну и, в общем-то, все, что связано с семьей и отечеством. А, на что же здесь уделяется внимание? Здесь подобраны различные конспекты, которые пословицы, поговорки, сказки и рассказы, которые вот как раз и позволяют раскрыть все те термины, которые вы видели вот чуточку выше. Вторая программа, на которую мы хотели бы обратить внимание, это история карапушек или как жить в мире с собой и с другими. Тоже рассчитана на старший дошкольный возраст. И здесь мы видим, что данный материал состоит из двух сборников. Это методические рекомендации для педагогов и практикум для детей. И опять же, на что уделяется здесь внимание, посмотрите, в отличие от другой программы, то есть все те факторы, с которыми ребенок может столкнуться при взаимодействии с окружающими людьми. Причем они в этой программе расписаны достаточно подробно и понятно для детей старшего дошкольного возраста. Агрессивность, внимание, доброжелательность, забота, миролюбие, мудрость, непонимание, неприятие, неуверенность. То есть как положительные качества раскрываются, да, так и отрицательные качества, поэтому программа очень интересная, ее можно использовать также пополняя, да, свою основную программу. Ну и все ссылочки на данные материалы мы, конечно, указали. Если вас материал заинтересует, вы можете на это обратить более подробное свое внимание